Коми отгремел второй летний мультифестиваль «Ибица». Он продолжался 2 дня. Субботу посвятили этномузыке, воскресенье – молодежи. Новинками этого года стали настоящая Коми-свадьба и палаточный городок. К тому же на «Ибице» на сей раз было сразу 3 хедлайнера: краснодарская рок-группа «Триада», питерская команда «Тава Йо» и легенда евроденса «Снэп». Светлана Некрасова на себе ощутила все краски новомодного праздника. Хорошо продуманная транспортная схема, никаких пробок, море еды и достаточное количество туалетов. Организаторы «Ибицы» учли ошибки первого мультифестиваля. Правда, после ажиотажа прошлого года те, кто на этот раз приехал в этнопарк, говорили, народу как-то маловато. На самом деле пустынными дорожки этнопарка не были. Посетителей хватало. В числе гостей был и глава Коми. Для него этот визит на Ибицу оказался очень насыщенным. Практически на самом входе губернатора поймал баянист из марийского коллектива, чтобы сфотографироваться. В итоге Вячеслава Гайзера пригласили на танец. После вместе со спикером Госсовета глава прошелся по торговым рядам ремесленной поляны. Приобрел для себя и Марины Истиховской деревянные ложки. Рядом играли в прилузские перескачки. Вячеслава Гайзера пригласили поучаствовать в забаве, смысл которой – удержаться на импровизированных качелях. Губернатор справился. О, спасибо! На церемонии открытия фестиваля Вячеслав Гайзер отметил, Ибица становится серьезным культурным событием. Наш фестиваль с вами молод. Но он уже стал очень заметным событием в культурной жизни не только жителей нашей республики, но и близких нам по духу родственным представителям финно-угорского мира, финно-угорских народов. И это самое главное, потому что цель этого фестиваля через музыку, через самый главный инструмент общения и единения сделать наш мир прекраснее, дружелюбнее и дружнее. Кстати, глава поздравил молодоженов Евгению и Алексея. Студенты Сыктывкарского госуниверситета поженились прямо на Ибице по всем канонам Коми-свадьбы. Тем временем в другой стороне, на холме возле этнопарка, вели бои рыцари в доспехах. Они сражались под звуки джемби, бубна, барабана, флейты и маракасов. Впрочем, были здесь и весьма неромантические состязания. Например, любой желающий мог запустить яйцом в связанного по ногам рыцаря. На колени еще поставьте, привяжите. Почти средневековой была и мини-мастерская по чеканке монет. Здесь каждый мог собственными руками сделать для себя сувенир – алюминиевую, медную или латунную монетку с логотипом Ибицы. Берем латуневую заготовку, ставим вниз, накрываем ее второй чеканкой, обматываем цепью, чтобы на всякий пожарный она не вылетела. Берем молот, надо ударить, попасть в центр и как можно сильнее. И получается вот такая монета. А на большой сцене в режиме нон-стоп выступали финно-угорские коллективы из Удмуртии, Мордовии, Мариэл, Нао, Эстонии, Финляндии и Венгрии. Закрыла первый день Ибицы питерская фолк-команда от «Тава Йо». Она примечательна своими костюмами. Парни выступают в трико, майках, алкоголичках и шапках-ушанках. Очень по-русски. Это же и есть, собственно, настоящий этнокостюм. Вот как вы думаете, в деревнях ходили во всех вот этих? То ходили по большим праздникам. И то не все. Это было достаточно дорогостоящее. То есть, а простая, одежда простолюдинов, я думаю, она могла быть и такой. В течение часа музыканты исполнили пародии на старые и современные песни и подтвердили звание группы, способной зажечь любую, даже самую пассивную толпу. В
В этом году Ибицу растянули на 2 дня. И чтобы не тратить время на дорогу, гостям мультифестиваля предложили переночевать в палаточном городке. Инвентарь для него собирали со всей республики – Визинги, Выльгарта, Краткероса. У нас минимальный сервис. Организованы умывальники, постоянно вода присутствует, им никуда ходить не надо за водой. Костровые места оборудованы. Сами жители палаток предложенным минимальным сервисом остались довольны. Очень хорошо мы устроились. Классно. Палатку сняли и сидим хорошо. Вообще. Впрочем, на некоторое время лагерь опустел. Его обитатели спустились в этнопарк, чтобы увидеть Фаерфест. Второй день Ибицы совпал с Днем молодежи, что немедленно сказалось на программе. Для парней и девушек устроили молодецкие забавы. В программе стрельба из лука, метание топора, ножа и копья и банька. Этот аттракцион по зубам только самым сильным. Организаторы вспоминают, на Удре поучаствовать в конкурсе пригласили гиревиков-профессионалов. Результат удивил всех. И они стали метать гирьку через баньку, 24-килограммовую гирьку. И представьте себе, из 12 участников только 4 метнуло 24, просто перебросило с первого же самого ближнего рубежа. На сцене тоже молодежная программа. Аффект, хэндивей, где ты, обычные люди, риф, атмосфера. В рамках программы прошел и 2-часовой рэп-фест, хедлайнером которого стала краснодарская команда «Триада». На пресс-конференции перед выступлением парни заметили, с коми-рэпом не знакомы, в республике впервые, приглашению на фестиваль удивились и обрадовались. Очень приятно выступать на открытых площадках, на подобных фестивалях. Потому что клубная история – это немного другое. Там собирается именно аудитория, та, которая пришла конкретно на нас. Очень интересно наблюдать за реакцией людей, которые, может быть, не интересуются подобной музыкой, но если мы, как артисты, добиваемся того, что люди, которые этим не интересуются, со временем подтягиваются к сцене, то есть мы вызываем, стало быть, интерес какой-то. Вызвать интерес у нашей публики ребята сумели. Им подпевали, под них танцевали. Кстати, «Триада» и не подозревала, что во время ее выступления недалеко от сцены прогуливался кумир их детства, гость из далекой Америки, легендарный Снэп. Впрочем, надолго он не задержался. Звезду донимали наши комары. В его родном штате Флорида их нет, а в других регионах они, по словам певца, не так назойливы. Впрочем, у артиста ни на секунду не возникала мысль отклонить приглашение организаторов Ибицы. Мне сказали, что здесь меня ждут поклонники моего творчества. Их много, поэтому я с удовольствием принял это приглашение. Свое выступление, финальное на этом мультифестивале, Снэп начал с самой известной своей композиции. Гость из Америки выступал на сцене 40 минут. И все 40 минут гости Ибицы неустанно танцевали под известные хиты. Светлана Некрасова, Елена Кононова, Наталья Гончарова, Игорь Данилов, Владимир Шишкунец, Николай Безносиков, телеканал «Юрган».